Мы берем на один джетл 150 грамм теста. Не бойтесь, она ничего не сделает. Вот так сделайте. Кругляшочек, что ли? Да, кругляшочек, лишнего убирайте, вот так. Выставляете. А чтобы вот такого радиуса был, да? Нет, сейчас пока что чуть-чуть. Берем творог. Но мы обычно берем его вот так руками, потому что мы уже знаем примерно это здесь сколько будет. Видите, вот так кладете. Кружочек, да? Потом закрываете его. Творог не видно. Переворачиваете. Ага. И потом уже вот типа такой формой, руками, аккуратненько расправляете. Не вот этой штучкой, да? Вот эта штучка в конце. Вот этот колончик уже как будто вот он Да. Не бойся, последний. Хорошо. Не совсем тоненько, не совсем тоненько. Если на кефире или на... Чисто на кефире. На литр кефира берем 2 чайные ложки соли, 1 чайную ложку соды. И замешиваем тесто. Видела, какое еще Да, консистенция? Ага. Теперь можно с этой разбавить. Не бойся, я ничего не делаю. Творог. Ничего Не страшного, проверяю. ничего не будет. Так, берем вот. До золотистой корочки надо его пускать с 2 сторон. Если это так много, ты поднимаешь, не покрылась корочкой. Если покрылась, то переворачиваем. Точно так же можно сделать, у нас это Pringles называется, с тыквой. Тыквой, да? Наскатали тесно, с одной стороны тыкву намазались, закрыли, как полумесяц у вас получается. И тоже несете выпекать. Ну это как чепуир. Это берем, и резко переворачиваем на себя. Вот. Супер. Первый блин явно не комом получается. Нет, мы старались. А потом их смазываешь, да? Да, сейчас смажем. Можно его под горячей водой помыть, можно его не мыть и намазать маслом. Кашу маслом не испортишь. Все? Нарежь. Как пиццу обычно как режут. Видимо, у вас какие-то действительно планы есть в Чечне. Чему-то вы готовитесь, видимо. Теннис какой-нибудь. Предложение сделал. Нет, у вас же только на своих женится. На своих можно, и у наших можно. У нас 4 можно. Супер, супер. Откуда вообще желание было такое прикоснуться к чеченской кулинарии? Обычно, где бываешь, хочется на культуру посмотреть, как они живут, что готовят. Какие эмоции вы испытывали, вот, когда были в роли? Ты можешь все. Отлично. Ну как? Ой, вкусно. Который Мираж, да, он сзади стоит. А, охуньте, яйца. Нет. Она еще не приучена, это лучше пока. Молодая. Да. По возрасту можно определить по зубам. По зубам? Да. Боятся вспышки? Нет? Морковку принесли. Я же говорю, он такой заинтересованный был.
Все, вспыхнул. Давайте я ему дам морковку. Кусай, кусай. Ага. Ай, красавец, красавец. Ай, красавец. Такие благородные глаза. Хорошие зубки. Ага, тебе хочет. Опа, целиком он прям. Ничего себе. Мощно как. Целиком, да, собрал. А, давно сейчас, да? Сирях кирим бубуй. Все, у ребят настроение сразу поднялось. Этому давали, интересно, этот такой грустный. На ту часть, может, пойдем? Там тоже? Да, там тоже есть, все занято. Этот ел. Ты ел? А? Ты ел? Ты ел? Кусай, кусай. Какие красивые. Какая прелесть. Шамс. Машаллах, машаллах, машаллах. Экзотичный конь. Вот это сила. Машаллах, какая красота. Селфи? В народе это место называют Гродненским морем. Гродненское море. Да. Здесь вот такой красивый парк. Это горная река, чистая, да. Ну, а, судя по всему, если горная, то холодная, правда? Конечно, конечно. У меня даже такие запросы бывают у туристов. Они, если вот летнюю погоду, 40 когда градусов, да, за 40, они такие, походим, да, и по городу, и потом они такие, а у вас есть в городе где искупаться? Я говорю, ну есть, давайте поедем, давайте. И приезжаем, вода такая приятная бывает, когда как раз, так как она горная река, Гайтинка, вот, течет, как я говорил, Шатойских гор. Здесь она непосредственно, падение у нее идет, это основной источник, образующий Гродненское море, Гродненское водохранилище, соответственно. А вот эта температура 40-42, вот летняя наша температура, она прогревает, и это просто настолько она приятная бывает. Мои туристы были в восторге. Мы после экскурсии подъезжаем, вот у многих бывает такой запрос, и подвезем женщин сюда, высадим, потом поедем с парнями там, потом созваниваемся, их забираем. И очень всем нравилось здесь купаться. И вот строится множество корпусов новых учреждений, спортивных, развлекательных, вот профильная, вот детские аттракционы и так далее. Только что мы с вами приехали из района дельфинария непосредственно. Там мы конюшню с вами посещали. Великолепное место, просто великолепное. Вон та мечеть на северной окраине Алды. Это мечеть непосредственно имени героя чеченского, шейха Мансура, о котором я вам здесь уже приводил его историю. Да, вот эта мечеть, монументальная мечеть имени этого героя, шейха Мансура. Да смилостивится над ним Аллах. Тогда что, поедем, да? Вот здесь, наверное, летом красота. Да, это Гихи. Очень красиво, очень. Очень красиво.
Тут и утки, и лебеди, местные обитатели. А, вот они летают, огромные. Очень красиво. Свой остров имеется у озера. Мы продолжаем нашу экскурсию. Здесь вот этно-деревня, так образно говоря. Эта часть реконструирована, нас отсылает к такому мини-амбару, где хранится кукуруза. Колодец. Вот здесь интересная утварь. Здесь кувшины различных форм, горшки. Вот печь, горская печь. Вот такие вот раритеты здесь у Арби. Ну не, вообще просто. Чудо. А вот это знаете, что такое? Где? Знакомо, наверное? А, сепаратор, кажется, да? Да, сепаратор, да? Да, да. Сметану, которую... Да, да, молоко. Ну, это довольно-таки сметана от молока. старый сепаратор. Ну, да. Десятый. Она еще должна укомплектоваться. Здесь есть такие элементы, такие Емкости. формы, да. Не емкости, до емкости еще. Собираются вот такие чашки, они собираются и потом ставится сама чаша. То есть вот эти сепараторы, эти элементы, они и есть как бы сепарирующие. То есть отделяют они, короче, сметану от молока. Их просто я сейчас здесь не вижу. А, вот они. Вот. Они вот собираются, и вот через эти отверстия это формируется все. За счет вращения, как бы, отделение происходит. Вот, то есть вот это для одной части, для молока и для сметаны. Вот сама непосредственно чаша. Ну вот составные части, да, элементы. Произведение великого чеченского литератора Абузара Айдамирова «Лямнашкат Кэс». Колодка, да, правильно, колодка. В честь Абузара Айдамирова названа наша национальная библиотека. Вот его произведения, они монументальные. Великий чеченский литератор. И в честь него названа улица, которая ведет в аэропорт, Грозненский аэропорт. На моем канале даже был обзор реконструированной этой улицы. Да, молодец, Арби, что организовал. Есть такой объект. Посмотрите, вот эти нярмач по-чеченски, то есть кожаная обувь. Вот. Можно потрогать даже, башмаки потрогайте. О, ничего себе. Ну это кожа такая стала. Кожа, Она да. загубела просто. Это, В силу того, это что- довольно-таки элитная обувь была. Да, да. Здесь что делалось, как вы думаете? Не знаю. Для производства масла. Масло. Масло. Ступа. Сливочное. А, сливочное. То Сливочное. есть вот так она взбивалась? Да, да, да. Пойдемте, тут еще, кажется, есть много на что посмотреть. Да. Конечно, здесь мы еще в дом не зашли, еще много помещений. О, как здесь уютно, да? Как здесь уютно. Прям так комфортно здесь. Машаллах. Если вот именно творческой работой заниматься, что-то писать, какое-то именно произведение какое-то писать, вот именно здесь вдохновение можно получить бешеное. Здесь располагает настолько Ну вот не зря же заниматься великие творческой. писатели-то уезжали вот в такие Вот. уединенные места там вот, да, и свои шедевры творили. Вот я и говорю. Да, вот здесь круто.
Да, обалденно тут вообще. Настолько организовать это все. Это какой труд. Вот проводка, да? Посмотрите, проводка именно вот середина 20 века. Начало и середина 20 века. Вот такую делали проводку. Включатель. Вот он. И настолько. Да, шерстяной платок. Тут на дозоре артефактов любой, кто вздумает покуситься на имущество чеченской культуры, будет немедленно уничтожен. Красавец. Рожки твои, рожки. Мен хайғалды ғой шетсем бат. Жанки, что умеют? Здрасте. Куртку облизывай. Так не отошла. Куртку облизывай. Молодец. От конюшни провонялись. Итак. Можно меня сфотографировать? Конечно. О, какая красота! Ничего себе! Как вам? Такие милахи. Такие смешные. Такое выражение лица у этого. Şahsen ekskluzivni mi? İleriki şuma değer tutsun da. Ой, вот сюда Lerkş. Вот ушастый. Заинтересованный. Сиди, не высовывайся. Привет. Это такой в шоке, в легком шоке. Что творится? Такой смешной, добрый такой взгляд. Видимо, покрадывают что-то потихоньку воробушки. Обжили. Современная техника, ухоженная, подтянутая. Мы с вами в Гихи. Мы начали наше путешествие, экскурсию с Грозного. Там мы посетили несколько объектов, они будут видео. Особенно хочется отметить этот объект. Он по-чеченски называется Гота, то есть территория, которая вне села, где содержится скот. И вот удивительный объект. Я, вовлеченный в сферу туризма,
для себя сегодня сделал открытие приятное, что здесь на этой территории находится как и дом, своеобразный музей, где мы с вами обнаружили экспонаты, артефакты, антиквариат и так далее. Плюс еще здесь на территории находится пруд, здесь находится ферма. И хочется отметить, поделиться со зрителями, что это уникальный объект. Здесь есть сам музей, который иллюстрирует культуру не только чеченскую культуру, но и советских времен. Колорит показывает. И я горд тем, что на территории республики есть такие патриоты, которые строят такие объекты и на таком качественном уровне занимаются животноводством, аграрным делом и животноводством. Вот мы видели с вами, да, какая там чистота, инструменты, техника, все на высшем уровне. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить владельца всей этой территории, который нас любезно пригласил сюда, Арби Амирханова. Большое спасибо, Арби. Баркалон, великолепное место. Да, продолжаем нашу экскурсию. Смотрите, вот эта конструкция, по-чеченски Hetal Metal, загадка, функция вот этой конструкции. Я сам не знаю тоже. Что ты Галину спрашиваешь, мы даже не знаем. Итак, наш экскурсовод нам сейчас сообщит, в чем заключается функция этой штуки. Ходунок. Ходунок. Они на самом деле реально, да? Как он двиг... по Ребята кругу, стоят что ли? По кругу, да? Ёшкин кот. Чеченский ходунок. Ничего себе. Ali yok. Ha. Ali yok konuda. Açıyor işte açıyor bu что beğendim Fatma. Evet руками, да? А, и он все. А перевес нет? А, его прибивается. А, что, я думал, опору выдерживает. Бомбя. А, сейчас. Да. Все, и интересно. Наши женщины загружены, поэтому вставляли и своими делами.